Всем привет, дорогие друзья! Сегодня проект «Мы вам покажем» находится в потрясающем месте. Вы, наверное, сразу понимаете, что сегодня будем говорить мы о растениях. И сегодня в этом мне поможет Татьяна. Татьяна является директором этого потрясающего магазина, и она с огромной любовью относится к каждому растению. И сегодня мы стали явным свидетелем этого, потому что столько зелени в одном месте, да еще и в таком хорошем состоянии, это, конечно, огромнейшая работа. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, зрители. Благодарю вас за такой чудесный отзыв. Сегодня мы действительно с вами будем пересаживать растения. Мы будем пересаживать прекрасные эпипремнумы. У меня это эпипремнум Golden Pothos и у Дарьи эпипремнум Happy Leaf. Расскажите немножко про растение, в чем его преимущество, чем оно может быть прихотливо, может быть быстро растет. Это ампельные растения, они прекрасно сочетаются в интерьере, из них можно делать разные композиции, и также они классно смотрятся в соло. Вот так. И, соответственно, когда наступает период пересадки, в какой момент мы понимаем, что уже необходимо проделать эту процедуру? Во-первых, пересаживать растения рекомендуется сразу, как приобретаете в магазине, неважно, где вы его купили, либо в магазине, либо участников у каких-то. Вы покупаете растение, и оно в транспортировочном горшке и с транспортировочным грунтом. Этот грунт не питательный и не является пригодным для растения и его проживания в этом горшке. Поэтому рекомендуем новые растения пересаживать сразу, как только его купили, в этот день или, может, на следующий день. А растения, которые у вас давно уже стоят, у них есть разные интервалы по пересадке. То есть, если это растение маленькое, вы можете его пересадить раз в год. А если растение уже крупное, большое, взрослое, его рекомендуется пересаживать раз в 2-3 года. То есть здесь у каждого растения есть определенный период, да? В основном этот период, он стирается, и для всех растений он более-менее похож, но есть определенное время, когда его лучше пересаживать. Все, понятно. Значит, мы просто приобрели цветочек, подарили нам его в таком горшке. Избавляемся от него. С чего начинаем? Так, первым делом у нас тут заготовлен тазичек. Давайте мы с вами уберем все это лишнее, наденем перчатки и избавимся от транспортировочного горшка и транспортировочного грунта. Это необходимо для того, чтобы растение пересадить. Ага. Давайте так сделаем. Каким образом мы это делаем? Берите свой цветок. Мы аккуратно берем стебли. Вот так немножко приплотняем горшочек. Как жалко. Приплотняйте горшок, чтобы грунт отклеился от горшка. И вытряхиваем землю. И аккуратно нужно освободить корни. Так, проделаю эту же процедуру. Не бойтесь. Да, все. Этот грунт нам вообще не понадобится. У эпипремнумов достаточно легко освобождаются корни. Дарья будет сегодня пересаживать целое растение, а я покажу, как его делить. Так, хорошо. У Дарьи целое растение выглядит вот так, да? Да, смотрите, корни здоровые. Ой, такое бывает. Корни здоровые, белые, не склизкие. Это значит, что растение здорово и готово к пересадке. Да, то есть, а если бы были нездоровые корни, допустим, какие-то там сгнившие, то что в этом случае мы делать должны были? Корень нездоровый, он выглядит черным, темно-коричневым, серым, и он похож на сопли местами. Поэтому нездоровые корни обязательно нужно убирать. То есть аккуратно, максимально, насколько это возможно, убираете нездоровые корни, гнилые от здоровых. И нужно будет обработать определенным средством. Сейчас, к счастью, у нас этих средств полный рынок. Это разные средства, которые помогают образовать корень и нарастить его заново. Так, мы освободили корни, вытащили растения. Они выглядят вот так. Мы их перекладываем сюда. Давайте сначала пересадим целое растение, потом перейдем к делению. Вот здесь нужно объяснить, какой грунт, потому что мы знаем, да, что растениеводство – это такая вещь, которая зачастую зависит от фундамента, грубо говоря, от почвы. Да, смотрите, важная вещь – это не только грунт, но и горшок. Про это мы сейчас как раз-таки поговорим. Грунт, если показать крупным планом, давайте мы его вытащим, освободим и высыпем вот сюда. Он нам понадобится. И посмотрим, что в него входит. Пожалуйста. Грунт у нас состоит из торфа,
и из дополнительных микроэлементов, которые наполняют и насыщают почву, чтобы она была пригодной для жизни растения и, так скажем, вкусной. Это такое, как бы, общее, да, для большинства? Да, именно этот грунт, он идет универсальным, он подходит для 80% растений. Он, видите, в нем есть такие компоненты, как перлит, это вот эти белые шарики, циолит, золотинка, вермикулит, прошу прощения, циолит есть керамзит. Все это нужно, это кора, все это нужно для рыхлости почвы, чтобы она не была твердым комом, и для того, чтобы влага не застаивалась, и почва была более такой мягкой, воздушной и рыхлой. То есть сейчас вообще очень просто. Не надо вот это все смешивать дома, да, читать в каких пропорциях. Проще прийти, купить готовую, и вот тебе, пожалуйста. Ну, тут, видите, все индивидуально, потому что кто-то любит именно сам замешивать этот грунт, сам с этим возиться, в этом есть какая-то своя история, так скажем. Да, а кому-то проще прийти действительно в магазин, приобрести уже готовый грунт. Они есть разные, есть универсальные, есть определенные узкой направленности грунты, то есть для определенных растений, поэтому все уже на ваш вкус, так скажем. Хорошо, но нам повезло, все есть готовое. Далее. А вы знаете, как определять? Понятия не имею. Ну, наверное, на глаз, скорее всего. Вот примерно смотришь так. Нет, я просто знаю, что некоторые растения любят плотную, да, чашечку. Да, допустим, есть такое. Замиокулькас. Он наоборот, если ты ему большое пространство дашь, он будет расти. Он не будет расти. Да. Но это касательно не только замиокулькаса, это касается всех растений. То есть если большую тару выбрать и посадить в большой горшок, растение сначала начнет наращивать корневую систему, так скажем, свою опору, а потом уже будет расти вверх. То есть время потеряем. Да. Хорошо. Поэтому покупаете растение, примерно смотрите, в каком горшке оно сидит, и выбираете горшок либо такого же размера, либо размера на 1-2, ну максимум 2,5 сантиметра больше в диаметре. Именно в диаметре. Ну, собственно, вот наш горшочек, если показать, который был транспортировочный, он, наверное, чуть-чуть как раз, да? Да, он, давайте даже достанем, он примерно такого же диаметра, да. Но у нас корневая система не очень большая, поэтому этот горшок будет в самую пору. Все, отлично. Горшочек выбрали. Угу. Так, давайте возьмем керамзит, я еще расскажу немножко про него. Хорошо. Также мы будем использовать при пересадке керамзит. Многие садовники, я знаю, не любят его, но в нем есть свой плюс. Когда вы заполняете керамзитом не большую часть горшка, а только закрываете донышко. Керамзит нужен для стока воды, потому что в горшках есть дренажные отверстия, это очень важные дырочки, которые не дают в горшке земле застаиваться и не образуют болото. Поэтому мы рекомендуем выбирать горшки именно с дренажными отверстиями, с дырочками, чтобы вода не скапливалась. Керамзит же не дает грунту, который у нас, образоваться после определенных поливов комом внизу и не закрыть эти дырочки. А если без него, то все просто утрамбуется, и вода не будет выходить, Да, правильно? все верно. Да. Здесь самое главное не переборщить, да, как вы сказали? Только на Да, только закрыть дно. дно. Давайте мы с вами, берите. И мы закрываем только дно. Стоп. Вот так, этого будет достаточно. Вот, поглядите, выглядит так. Все, отлично, сделали. Теперь мы закрываем, ставим горшочек сюда, это специальные коврики для пересадки, и засыпаем немножко земли, совсем чуть-чуть берете и засыпаете. Так приятно работать. Не так много. Ой. Так приятно работать с землей, да, это такая некого рода, как бы сказали сейчас молодежь, антистресс. Да? Так приятно, вот это вот все очень. Теперь здорово. берем само растение. А здесь его не надо рассмотреть, все у него хорошо, да? У него все хорошо, мы уже посмотрели, корни у него живые. И прямо такую большую кучку. Да, и осторожно, чтобы не повредить наши корни, аккуратно его ставим и примерно смотрим, как мы хотим, чтобы оно выглядело в горшке. Ну, как-то так. Теперь мы берем небольшими порциями наш грунт и засыпаем его в горшок с разных сторон, чтобы уплотнить растение.
Вот так. Давайте теперь сами. Отлично. А если листики какие-то попадают? Ничего страшного. Кстати, вот про глубину. Как нужно усаживать? Насколько глубоко? Ну, вообще, если горшок подобран по размеру растения, то мы его не так сильно углубим, но бывают исключения, когда вы выбираете горшки высокие. Тогда растение не следует углублять, действительно, потому что это будет, так скажем, небезопасно для него. А вот говорят, еще надо песни петь, там еще что-то, какие-то, знаете, с хорошим настроением пересаживать. Это правда? Ну, вообще все нужно делать с любовью и с хорошим настроением, поэтому... Мне кажется... Насчет музыки, да, действительно ходит такое мнение, бытует, что растения любят музыку. Это все не возбраняется, А так у вас скажем. есть свои секреты, Татьяна, вот по пересадке, когда пересаживаете? Может быть, никогда в плохом настроении это не делаете? Или, может быть, там солнечный день должен быть? Или же что-то? Или вы просто делаете все с душой каждый раз? Просто делаю все с душой. Мы не относимся к каким-то поверьям, не верим в это все, поэтому у нас нет определенного лунного календаря, по которому пересадка идет. Но судя по качеству растений, которые мы видим сейчас вокруг нас, такое ощущение, что вы все делаете по определенной какой-то логике, но нам не расскажете этот секрет. У нас нет никакого секрета. Я сейчас с вами делюсь как раз-таки секретом, каким мы пользуемся именно в пересадке. Вот мы пересадили наш прекрасный эпипремнум. Вы можете видеть, у него такие красивые листья. И сейчас мы немножечко его вот так вот чуть-чуть утрамбуем. Это нужно, чтобы земля при поливе не высыпалась, потому что земля рыхлая, и когда вы будете поливать, вода поднимет землю. А этого расстояния, которое осталось до конца горшка, достаточно? Да, достаточно. Это ампельное растение, оно будет стелаться вниз и не спадать. Поэтому, когда будут отрастать лианы, они будут красиво спускаться. Вот так выглядит наше прекрасное растение после пересадки. Эпипремнумы, они достаточно легко и быстро пересаживаются, им не требуются никакие дополнительные манипуляции, и корневая система у них хорошо адаптируется к новым условиям грунта, так скажем. Нам нужно обильно его полить. Вот у вас там заготовлена водичка. Его нужно обильно пролить, чтобы вся земля осела и корни напитались водой. Просто водой? Да. Комнатная температура? Да, все верно. Поливать рекомендуем теплой водой комнатной температуры и желательно не из-под крана, потому что вода из-под крана достаточно хлорирована, и это небезопасно для наших растений. Так, мы сейчас проверим. Нет, не так обильно, еще нужно. Вы это проверяете вот по дырочкам, да? Да, вода должна стечь. Нужно после полива, после пересадки, прошу прощения, нужно обильно полить растение, чтобы вода стекла. Так. И растение себя чувствовало более комфортно. После того, как мы пересадили его, до полного просыхания грунта мы его не поливаем. Так, все, у нас все готово. Скажите, пожалуйста, Татьяна, а дальше-то что? Вот мы про него поговорили, усадились. Дальше что? Он любит солнце, любит тень? Любит яркий рассеянный свет. Яркий рассеянный свет есть в каждом доме, в каждой квартире, даже в офисе. Это вблизи окна. Не на самом подоконнике рекомендуем ставить, недалеко от окна, где-то в метре, в полутора, в двух. Яркий свет нужен, чтобы пигмент в листьях не потерялся. Яркие растения с пигментом светлые, не зеленые, им нужен яркий рассеянный свет. Хорошо, дальше потом какая-то подпитка нужна, какие-то микроэлементы, чем-то опрыскивать надо такое растение или нет? В дополнительном опрыскивании оно не требуется, потому что эпипремнум, как повторюсь, достаточно неприхотливое растение. Полив рекомендуется по мере подсыхания грунта, то есть сейчас вы ждите определенный промежуток времени, пока грунт полностью просохнет. Желательно проверять не верхушку грунта, а поглубже, где-то 2/3 грунта. Ну и все, и поставила, и будет радовать вас очень долго-долго. Следующий момент пересадки, когда мы увидим, что ему тесно? Есть несколько факторов. Если растение не растет, у него появляются вредители, жучки, какие-то недомогания, так скажем, тогда его нужно будет пересаживать. Либо плановая пересадка, рекомендуется она в весенне-летний период, потому что растения более комфортно себя чувствуют, они получают больше солнца, больше света. Поэтому пересадка весной, если растения хорошо себя чувствуют, через год. Через год. Ну а пока пусть радует глаз вот в этом горшочке, правильно? Да.
Все отлично. С моим растением справилась. Теперь у вас, Татьяночка. Да, сейчас мы с вами будем учиться делить эти прекрасные эпипремнумы. Они вот так выглядят, не пересаженные. У них есть еще немножечко торфа. Мы его сейчас уберем. Как мы делим? Вообще эпипремнумы достаточно легко делятся. Единственное, нужно аккуратно отделить корни, чтобы их не порвать. То есть мы проверяем. То есть распутать корневую систему. Да, все верно. Сейчас это все сделаем. И у нас из этого большого растения, вот смотрите, можете приблизить, корни отличные, белые, не склизкие. Растение прекрасно себя чувствует. Это у нас один будет. А как вы понимаете, что это один, может быть, еще разделить или нет? А мы отделим сейчас еще? Насильно не надо, да? То есть, Нет, насильно не надо, потому что травмировать корни вообще не рекомендуется у растения. Мы аккуратно их разделяем. Не рекомендуем поливать перед пересадкой, потому что ком будет плотный и растение будет сложно отделить от прошлой земли. Видите, аккуратно он отделился. И вот у нас получилось 3 прекрасных растения. Вот 1, 2 и 3. И мы их сейчас все посадим. У нас как раз заготовлены уже такие же белые горшки, но меньшего размера, которые нам в этом помогут. Угу. Система та же самая. Система та же самая. Так. Поучаствуете со мной? Да, с удовольствием. Уже как специалист. Сюда буду положу, а вы будете контролировать. Да. Еще, да, наверное? Еще нужно. Угу. Вообще вот растениеводство, садоводство — это очень увлекательный процесс, да, потому что вот, занимаешься помимо того, что любимым делом, да, получаешь огромнейшее удовольствие. А еще ведь это все имеет свойство увеличиваться, размножаться. Да. И тем самым ты можешь радовать не только себя, да, но и своих близких. Вот, допустим, стояло у тебя одно растение, разделила на 3, подарила каждому по цветочку. Все верно. Минимум затрат. Купила бы лишь пакетик. Да, действительно, Дарья, вы правы. Это все достаточно экономично в плане деления растения. Да, разделил. И у тебя уже в 4 комнатах стоит одно и то же растение, правильно? Но смотрите, мы с вами разберем немножко позже именно формовку растений. И я объясню, как сделать из одного растения растение более пышное и крупное. Уже интересно. Так, давайте, это ваша веточка. Так, уже самостоятельно. Да. А тут их 2 можно было сделать, нет? Можно было сделать 2, но мы сделаем его покрупнее. Ага. У нас один малыш уже есть, вот он, смотрите. Так, давайте немножко пока занимаемся, поболтаем. Давайте. Так, сейчас мы... Пишешь? Давай, я сейчас буду вас допытывать. Хорошо. Татьяна, откуда вот у вас появилась любовь вообще к земле, к растениям? Обычно-то этим занимаются люди в пожилом возрасте, уйдя на пенсию, там, да, или наши бабушки, дедушки. А вот в вашем случае откуда? Любовь к растениям мне привила мама. Она достаточно у меня большой любитель комнатных растений и вообще растений уличных. Вот, поэтому, когда когда-то в свое время она меня приучила, как это все делать, пересаживать, размножать. А сегодня вы уже сделали это своим бизнесом, да? Да. И вот так не побоялись, да, взять, так рискнуть, ведь это все-таки достаточно такая очень кропотливая работа, и нужно быть все время в теме, так сказать, да, это же все время уход, это не уехать, не отъехать, это вот как животного завести себе, да, вот как ты уедешь в отпуск, оставив столько растений здесь одни? Ну, вообще это не проблема, потому что у нас есть обученный человек, который мне во всем помогает. Но вообще, да, растения — это как домашние любимцы, как член семьи, потому что они также требуют много нашего внимания. Отопление отключили, бежишь сюда спасать все, да, правильно? Все верно. Воду отключили, тоже думаешь, как же, все ж пропадет, да?
Да, за растениями нужен большой уход, но если у вас есть к этому какое-то желание, что ли, любовь, вам этим нравится заниматься, то почему бы и нет? А дома, наверное, у вас целый ботанический сад. Ну нет, дома у меня не так много растений, только небольшая полка. У меня дома котик живет, который питается всем этим. Понятно, поэтому здесь настолько всего так обильно и много, потому что вы здесь все. Так сказать, большую часть своего времени я провожу здесь, поэтому все растения тут. Ну что, мы разобрались, да, вот с пересадкой, все знаем, все показали. Выглядит это все вот так потрясающе красиво. Ну и, в общем, в целом, мне кажется, все будет хорошо. Полить. Ой, полить забыли, точно. Поливаем обильно. А можно ли назвать какое-то растение в Якутске, которое является самым редким комнатным растением, вот, за которым, допустим, просто гоняются там любители эксклюзивных растений, вот, которые очень сложно привезти сюда? Ну, вообще большинство растений экзотических, так скажем, сложно сюда привезти из-за условий содержания. Потому что у нас такие достаточно суровые условия содержания комнатных растений, поэтому редкие какие-то экземпляры мы в основном привозим под заказ. Но есть коллекционеры, которые пополняют свои коллекции редкими монстерами, такими как тайское созвездие, монстера альба. Есть редкие филодендроны, эпипремнумы даже редкие есть, поэтому все на вкус и цвет. Но, соответственно, у редкого растения стоимость за такое маленькое растение будет, наверное, раз в 5, если не больше, дороже. Да, и здесь нужно уметь черенковать, да, размножать. Иначе... Ну, в основном редкие малыши, они очень сложно укореняются и сложно черенкуются, так скажем, и долго растут. За счет этого они редкие. Воды нет. Надо еще поливать. Все. Проверка есть. Сейчас вода осядет, и мы пойдем его. Справились. Вот так выглядят наши прекрасные эпипремнумы после пересадки. Это у нас крупный. Он остался в том виде, в каком пришел к нам в транспортировочном горшке. И Golden Pothos, желтенький, поделенный на 3 растения. То есть вы можете сделать конкретно все малыши, либо сделать малышом, чуть-чуть побольше или чуть-чуть поменьше. Как вам будет нравится, так скажем. Да. И сколько времени есть возиться, да? Можно сделать 2, можно 3, можно было сделать и 4 даже. Да, можно было даже 4 сделать, но мы решили остановиться на 3. Хорошо. Дальше что мы делаем? Сейчас я вам расскажу про то, как черенковать уже большой эпипремнум. Позвольте, я отлучусь. У нас есть красавчик эпипремнум ауреум. И нам не нравится его вид. Почему? Потому что у него длинные лианы, а мне все очень шапочка нравится. У него, видите, шапка у него немножечко такая пустоватая. Объясняем, почему это происходит. Объясняем. Да. Смотрите, когда эпипремнум растет, он в основном всю силу и энергию дает на то, чтобы лиана росла в длину и давала красивые листья. Вот они, можете посмотреть, сердцевидные. Длинные. Длинные достаточно. Да, достаточно длинные, поэтому сил на то, чтобы давать новые череночки из корня, новые отросточки, у него нет. Поэтому мы сейчас ему поможем. Давайте. И немножечко его поформируем. Как мы формируем растения? Это относится не только к эпипремнумам, так можно формировать и монстеры ампельные, и филодендроны, сциндапсусы, и любое ампельное другое растение. Очень интересное название. Я могу вам потом показать на примере. Хорошо. Так, смотрите, нам обязательно важно знать, что у этого растения есть воздушные корни. Они выглядят вот так, как почечки. Можете посмотреть. Вот они. Крупные, как почки, коричневые такие, достаточно крупные. И эти почки — это и есть воздушные корни, которые в естественной среде являются опорой. За счет этих воздушных корней растение плетется вверх. Но в домашних условиях это нам служит помощью для укоренения растения. Мы с вами берем ножницы. Могут быть любые. И обрезаем растения по почкам.
Вот смотрите, делаем. Господи, вам не жалко? Это никак не опасно для растения. Мы сделаем сейчас из этой лианы несколько новых растений и поставим их укореняться. То есть вот что, главное, чтобы была одна почка или несколько? Их может быть несколько. Так, эту лиану мы оставим в покое. Вот у нас, смотрите, уже 4 новых скоро будет растения. Вот здесь мы возьмем 2 почки. Мы их можем посадить вот так. И он будет уже покрупнее. Так все, от лианы ничего не осталось. Нет, почему? Смотрите, мы вот это унесем сейчас на укоренение. Укореняются они в воде. Можно добавить дополнительно какой-то стимулятор для быстрого роста корней, образования. Лианы у нас стали действительно меньше, но за счет того, что мы подрезали вот эти 2 лианы, у корня образуется новая лиана, и она распустится и образует более через пышную. 5 лет? Нет. Эпипремнумы очень быстро растут, поэтому в ближайшее время, где-то месяц, может 1,5-2, у вас уже начнут проклевываться вот здесь новые лианы. Вот так вот. Хочешь иметь красивый горшок с лианами, нужно потерпеть и вот еще за всем следить. Зато из этих можно сделать вот много таких. Да, все верно. Либо, когда это растение даст корни, вот эти вот малыши, которые мы начеренковали, при следующей пересадке мы можем посадить их вот сюда в горшок, и у вас будут дополнительные лианы уже рядышком. В этом горшке, да, рядышком. Так, вот теперь мы вот эти череночки, берите, опускаем в воду. И они у нас будут жить определенное время в воде, пока у них не появятся корешочки. Вот из этих воздушных корней будут такие корни, как мы с вами наблюдали. Прошу. А долго так стоять? Вообще все зависит от воды, влажности и, так скажем, атмосферы. Обычно, в основном, когда корни появляются? 10 дней. 10 так. Дней. Пересаживать их уже, сажать в грунт нужно, когда корень где-то 2-4 сантиметра хотя бы есть. То есть не первый вот этот коротыш, который вылез. Надо подождать 2-4 сантиметра и спокойно пересаживать. Да, уже можно будет потом спокойно пересаживать в грунт. И вот из вот этого одного растения у нас появится несколько уже маленьких, либо мы сможем дополнить вот это растение. Также есть определенные виды формовки эпипремнумов. Вообще они относятся не только к эпипремнумам, но и к ампельным растениям. Есть вариант того, что он просто будет красиво не спадать, либо на стойке, либо в каком-нибудь подвесном кашпо. То есть мы его сейчас подрезали, и у него отсюда появятся новые лианы, и он будет красиво свисать. А есть другой вариант? Да, есть другой вариант. Есть вариант черенкования и усаживания в горшок этих череночков, чтобы он рос красивой шапкой в большом красивом горшке. Да, он будет расти просто красивой пышной шапкой. И лианы мы будем подрезать. Также можно ему установить опору, чтобы он рос по опоре. И это будет выглядеть примерно вот так. Смотрите, есть еще один вариант формовки. Это формовка, рост растения по опоре. Здесь у нас стоит опора. И ампельная монстера, она растет вверх. То есть если вот мы уберем, видите, да, у нее стебли плотные, крупные, зеленые. И они все обвивают эту опору и поднимаются наверх. Если дать опору ампельному растению, он будет вот так вот красиво ползти вверх по опоре. А если отпустить лианы без опоры и просто дать ему жить своей жизнью, так скажем, он будет вот так красиво не спадать и спускаться вниз. Вот так вот выглядит растение после черенкования, когда мы образуем пышную шапку. Это тоже эпипремнум, эпипремнум Enjoy. Вот он такой красавчик у нас, он уже пышный и лианы достаточно длинные. То есть при этой формовке лианы все равно, новые лианы, они отрастают длинными. Вот и подошел к концу наш замечательный мастер-класс, который мы провели в салоне «Цветы и люди». Замечательное место, отлично. Сегодня у нас собеседник и спикер – это Татьяна. Давай подведем итоги, Татьяна. Вот что мы получили по истечению нашего такого коротенького мастер-класса? Ну, во-первых, мы получили прекрасные растения, которые будут радовать нас, которые будут радовать глаз и будут прекрасно расти в своих красивых новых горшочках. Здесь год мы о них не переживаем. Да, все верно. Далее у нас еще есть 7 черенки будущих крупных растений. Это пока черенки, то есть еще 7
наших близких и родных могут скоро порадоваться и получить горшочек вот такой маленький. Либо горшочек, либо вы можете уже досадить к своему растению. И в идеале по истечению энного количества времени, не знаем сколько, как повезет, у нас будет вот такое растение. Ну, вообще такое растение может достичь вот такой длины, так скажем. Тут у нас, по-моему, 3,5 или 4 метра лианы. Это растение может достичь такой длины по истечению примерно 1,5–2 лет. Вот, 1,5–2 года любви и ухода за подобным растением. У вас, обратите внимание, а шапка-то какая густая, туда досаживали, да? Мы его черенковали, да, все верно. Вот так вот. То есть и шапочка шикарная, и длина потрясающая. Ну что, спасибо большое, Татьяна. Спасибо, Дарья, что посетили нашу студию. Мы хотим вам подарить вот этот прекрасный эпипремнум, который вы сами пересадили. Теперь он будет жить у вас, и вы будете заботиться о нем и радоваться. И вы через 1,5 года придете, а у меня в кабинете будет вот такая красота. Да, все верно. После ваших советов. Ну что, спасибо всем, дорогие друзья. Мы увидимся совсем скоро. Ну и как всегда, мы говорим, любите растения, а они будут радовать вас, мне кажется, внешним видом и своей красотой. До новых встреч, всего доброго. До свидания.